В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Престижная награда. С авансом понимаю, даю слово, что буду отстаивать интересы нашего государства. Постараюсь быть достоин этого премии. Рамзана Кадырова наградили российской премией Людвига Нобеля. Информационный фронт. Республик Денюк, Республик Семью, активные участники политической, социально-политической жизни республики. Подведены итоги деятельности средств массовой информации за первое полугодие. Праздник тех, кто любит спорт. Зарядка со стражем порядка нам очень понравилась. Оно было очень интересным, познавательным. Акцией «Зарядка со стражем порядка» отметила День физкультурника Министерства внутренних дел по Чеченской республике. В Грозном состоялось вручение Рамзану Кадырову престижной российской премии Людвига Нобеля. Политик удостоен награды за личный вклад в достижение целей при проведении специальной военной операции, поддержку воинов, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей. Глава республики отметил, что это является высоким признанием его работы во благо Отечества. Репортаж Турпалали Тайсумова. Прибывшие в гости во главе с руководителем фонда российской премии Людвига Нобеля Анной Яковлевой, осматривая столицу, пришли к мемориалу первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Возложив цветы, их ознакомились с историей из его жизни, где он занимался возрождением разрушенного субъекта. Сама цель визита – награждение человека, труд и заслуги которого известны далеко за пределами России. Престижные премии за личный вклад в достижение целей при проведении специальной военной операции, поддержку воинов, сражающихся за торжество победы над силами мирового зла, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защиты традиционных ценностей, отмечен Рамзан Кадыров. Глава региона встретил гостей и подчеркнул гордость и радость принять таких почтенных людей. Рад приветствовать вас в Грозном. Такие дорогие гости, когда приезжают, волнительно нам. Мы уверены, что вы еще не раз приедете к нам. У нас бывают разные мероприятия. И ждали вас, когда наш брат сказал, вы приедете. Каждый раз мы спрашивали, в 4 дня, и я говорю, когда этот день настанет, и когда сегодня даже мы отменили все мероприятия, хочу от души поблагодарить вас, что вы лично приехали, и я благодарю вам еще раз. Спасибо, что... Анна Яковлева рассказала небольшую историю о самом Людвиге Нобеле, трудившемуся на благо нашей Родины. Его деятельность спустя годы принесла стране огромную пользу в развитии сырьевых отраслей. Касаемо премии, названной в его честь, руководитель фонда отметила, аналогично еще в 2008 году был награжден верховный главнокомандующий страны. Глубоко уважаемый Рамзан Ахматович, для нас большая честь фонду Людвига Нобеля, первой российской премии Нобеля, первой в мире Нобелевской премии, вручать вам награду лично. 11 июня на площадке морской резиденции президента Константиновского дворца глубоко уважаемый Умаров Джамбулат Вахидович прочитал ваше приветствие лауреатам почетного совета с тем, что вы горды принять эту награду. Так сложилось, что Россия здесь была первой, все Нобелевские институты обязаны России, таланты Нобелевской семьи – это Россия, но удивительным образом именно Императорское техническое общество во главе с Людвигом Нобелем были тесно связаны с Чеченской республикой. Людвиг Нобель вел активную социально ответственную политику в регионе, он активно занимался благотворительностью. Самое главное, что он смог вытеснить американцев с нефтяного рынка, и именно тогда Россия получила энергетическую безопасность. А железные дороги, которые еще с тех времен были заложены, помогли в Великой Отечественной войне, когда доставлялось топливо в Курск и Сталинград,
одержать убедительную победу, разгромив фашистов. Позвольте мне, как руководителю фонда, хотя за мной, конечно, плечом к плечу стоят авторитетные, удивительные люди нашей страны. Большая честь, что в 2008 году лауреатом премии Людвига Нобеля стал глава нашего государства Владимир Владимирович Путин. Я позволю предоставить слово члену почетного совета, лауреату премии Людвига Нобеля, герою труда, президенту Федерации художественной гимнастики, уважаемой, глубоко уважаемой Ирине Александровне Винер. Президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказывает, что, присутствуя здесь в Священную Пятницу, для нее наступает особенное чувство. Женщина признается, что их всех поразили красоты Грозного и места, которые они посетили. Я видела, уже рассказала вам, какие у вас красивые женщины, мужчины. Я поражена, я много слышала и от артистов, и от руководителей, которые приезжали сюда, в Грозный, и рассказывали, какой здесь прогресс во всем. И сейчас я сама увидела это все своими глазами. И еще хочу вам сказать про этот мемориал, на котором мы сегодня были в честь вашего папы. Вы понимаете, от него веет не только престижем вот каким-то таким, от него веет добрым сердцем и душой, благодарностью и народа, и сына. И глядя на эти фотографии, когда он с внуками, с детьми, понятно, что он боролся за свое. И вот он мне писал: я не поэт, я не политик, а я только за свой народ. И это видно, это чувствуется, и он здесь. Он сейчас здесь и сейчас, и был там в мемориале с нами. И то, что у вас вот эта аллея потрясающая, которая, и там все национальности герои России, которые там собраны. И все это сделано с такой любовью, с такой душой, все это собрано по крупицам. Ну и, конечно, жизнь, отданная в войну. И сейчас борется на передовых. Вот я слышала, что и Белгород, и Брянск, и передовая. И всегда, когда я вижу ваших руководителей, ваших генералов, ваших тех людей, которые ведут вперед и защищают нашу страну всю, и когда там, где чеченцы, там всегда победа, там всегда смелость. И чеченский народ – это очень смелый народ. Волки, я очень уважаю этих животных, я не знала об этом еще со времен, когда Высоцкий писал, помните, песня у него «Идет охота на волков, идет охота». Видите, с какой он добротой, с какой вообще отношением он описывал этих животных. И вот это вот ваш символ, это так же, как время. Волчица вскормила детей, и Рим образовался. Вот это вот все взаимосвязано. Поэтому я очень много говорю, но я не могу сдержаться. Вы меня простите. Я хочу сказать, что большое спасибо Джамбулату, большое спасибо Анне, что вот устроилось так, и Господу самое главное спасибо Всевышнему, что так образовалось, что все-таки нам удалось здесь побывать, все это увидеть своими глазами, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вас увидеть. Красавчика такого. Извините. В общем, я очень счастлива, что я здесь побывала. Я очень счастлива, что все увидела своими глазами, познакомилась с вами, с вашими великолепными помощниками. Историк, вот Джамбулат, он нам много чего рассказал интересного. И самое главное, мы все это увидели. Театр, актеров, костюмы. Все прекрасно. И ваша резиденция, это, конечно, верх вкуса и творчества. Спасибо вам огромное, низкий поклон. Единственное, что меня привлекает, и я делаю совершенно, как говорится, вне земли, это музыка, а особенно кавказская. Вчера, когда ваши мальчики на этой смотровой площадке начали танцевать, я не выдержала, и хоть у меня были вот такие каблуки, я все равно встала на носочки и потанцевала с ними танец. Получила колоссальное удовольствие. Чудо. Спасибо вам большое. Спасибо за все, что вы делаете для страны, вы как пример благодарности, благородства и процветания именно вместе с Россией. Это политически очень-очень важно для нас. Не вместе Россия, мы до света. Нет, вы Россия, но вы вместе с нашим президентом
дружите, и вы показываете, что вот чеченский народ, который... Я вчера видела эти развалины на этих фотографиях. Боже мой, что с театром, что с этими, вот в английский дворец этот, что, куда пришли, куда пришел ваш Хаджи Ахмат. Я вообще... И все это сейчас в таком виде потрясающе. Низкий поклон и просто Всевышнему. Хвала Всевышнему, потому что все оттуда. Я в своей речи благодарственную сказала нашему президенту. Вы помазанник Божий, ему сказала. И все у вас оттуда. Могу вам сказать тоже, вы поцелованы Богом, и все оттуда вам за все мучения вашего народа и вашего папы. Вам вот такая благодарность. Иншаллах. Низкий поклон вашей маме. Глубочайшее уважение. Мама же самое главное в Коране, правильно? И первое, второе, третье место занимает. Да, я представляю вашу маму, дай Бог ей здоровья, дай Бог долгих лет жизни. Она передавала, я сказал, что вы приезжаете, да, она передавала вам большой привет там, и что вы такое внимание уделили. Перестаньте, это вы уделили внимание. А когда вот ваша мама вот передает, такие люди, как вы, как ваша мама, хочется быстро бежать в зал и начинать работать. И за победу. Да, За победу, скоро за будет. ваших ребят, за то, чтобы они сохранили свои жизни, И чтобы вернулись все домой были. целые и не летят. Да, дай Бог, дай Бог. Дай Бог. Чтобы сошлись звезды мусульманской. Вот мы выступали на Олимпиаде. За мной шел мой сын узбекский, приемный. И он читал, за мной шел. На турбинке, как он говорит, на турбинке дураклар там собрались. На трибунах сидел мой сын, и тоже там тысячу каббалистов читали. И батюшки из Сергиева Посада тоже читали. И вот мы в Лондоне выиграли все благодаря тому, что все эти веры, вот так железный купол, и мы выиграли все то, что мы 3 года проигрывали. Поэтому я в это свято верю, когда собираются все люди, дороги к Богу разному, но Бог всех один. Почетную премию Людвига Нобеля гости вручили Рамзану Кадырову здесь же. Специальная медаль, изготовленная на Санкт-Петербургском монетном дворе, на инструментах, которым больше века. Это историческая медаль. Она изготовлена на инструментах, которые хранились 120 лет на монетном дворе. Они даже сами не знали, что они сохранены. Вручила Ирина Александровна. Почту за честь. Я много вручала медали своим участникам, детям Олимпийских игр и чемпионатов мира. У нас 51 олимпийская медаль художественной гимнастики, 416 медалей чемпионатов мира и Европы. Но вот такую медаль Нобеля, великого Нобеля, вручать великому Рамзану, это большая честь и большое счастье. Спасибо вам большое за вашу работу, постоянную, неуклонную. Вы понимаете, я все знаю про вас, как вы работаете 24/7, как ваши дети, ваши сотрудники также работают. Но вот вы и Владимир Владимирович, это, как говорится, из одного от Бога. Спасибо вам большое. Спасибо. Я с авансом понимаю, даю слово, что буду отстаивать интересы нашего государства. Постараюсь быть достойным этого времени. Памятная статуэтка по просьбе Анны Яковлевой главе региона передает президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров. А еще политику досталась книга с историей фонда и Людвига Нобеля. Кроме того, Рамзан Кадыров оставил подпись для последующего переноса в список обладателей премии. Глубоко уважаемый Рамзан Ахматович, это еще не все. Дело в том, что премия имеет еще одни символы. Это статуэтка, которая изготовлена скульптором Ярославом Бородиным. Он является автором памятника Столыпину в Москве, учеником Глазунова. 28 лет он уже был профессором. И он делает потрясающие работы. И я хочу, чтобы эту награду вручил вам глубоко уважаемый Джамбулат Вахидович. Он прекрасно представил, и прекрасная речь была 11 июня в Константиновском дворце. Причем это тот момент, когда на экранах были флаги России, был флаг Чеченской Республики, выходили люди и благодарили. Ваша речь в письме на имя Почетного совета вызвала большой интерес, большой резонанс и глубочайшее уважение. Но я хочу именно, чтобы
Сегодня вручил эту статуэтку Джамбулату. Я еще хочу, для меня честь представить лауреата премии Людвига Нобеля, консула Армении в Тюмени, почетного попечителя, человек, который делает колоссально, очень скромен и делает такие вещи, которые заслуживают глубочайшего уважения. Мы включили, для нас честь была видеть его в составе нашей делегации. И я хотела бы, чтобы сертификат вручил вам Авиян Абрам Азатович. Еще так складывается по ритуалу, я не могла привести книгу. Дело в том, что почетную книгу лауреатов у нас выносит рота почетного караула. Это просто огромное издание, хотя исключительно фамилия, это просто россыпь бриллиантов. Для нас честь, чтобы вы поставили подпись. Эта страница будет потом в книге лауреатов премии Людвига. Я, пользуясь случаем, хотела бы еще представить в составе делегации представитель фонда Людвига Нобеля в Москве Агапова Елена Александровна. И она также представляет члена почетного совета, лауреата премии Людвига Нобеля Сергея Вадимовича Степашина. Я предоставляю слово. Глубоко уважаемый Рамзан Ахматович, вот в этот удивительный день благословенной пятницы позвольте передать вам книгу, это мемуары Сергея Владимировича Степашина, как генерал-полковника генерал-полковнику. Он тут написал очень теплые и важные слова в ваш адрес. Просил меня передать, показать, что вот после его визита, да, вы еще здесь совсем молодой глава Чеченской Республики. Ну и видите здесь слова: генерал-полковнику Рамзану Кадырову, достойнейшему сыну Чечни, герою России, с благодарностью и искренне. Спасибо. Мы вас очень любим. Спасибо большое. И я вам скажу, что ведь награда – это же целый комплекс вашей выдающейся деятельности. И военной, и военно-политической, и по восстановлению этого региона замечательного, Чеченской Республики. Но вот я лично всегда вас пример привожу, каков ваш личный вклад в защиту семейных, традиционных ценностей и поддержку развития межнациональных отношений в нашей стране. Низкий вам за это поклон. Спасибо большое. Спасибо. После встречи глава региона проводил делегацию. Впереди у них есть возможность и далее любоваться достопримечательностями Грозного. Вручая такие престижные награды лично, гости демонстрируют почтение руководству нашего региона, ведь это результат их многолетней и успешной деятельности. Турпал Алита Исумов и Магомед Басаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Членам делегации почетного совета премии и фонда Людвига Нобеля по приезду в Грозный провели познавательную экскурсию. В столичном доме торжеств гости погрузились в атмосферу чеченской культуры, познакомившись с ритмами национального танца и насладившись звучанием песен, что позволило им глубже понять философию нашего народа. Моя коллега Мадина Мусалчиева сопровождала гостей и знает все подробности. Ей слово. Первой точкой в экскурсионном маршруте делегации Совета премии Людвига Нобеля стал мемориальный комплекс славы имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Гости возложили цветы к обелиску национального лидера, тем самым отдавая дань уважения первому президенту Чеченской Республики. После им провели экскурсию. Далее они отправились в Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова. Это классический театр, который хранит чеченские традиции и несет цвет и мудрость народа. Существует он с 1 мая 1931 года. В его репертуаре были произведения классиков чеченской, русской и зарубежной литературы. Со своим творчеством он познакомил аудиторию таких городов, как Москва, Ленинград, Грузия, Казахстан. Собраны исторические моменты становления театра с 1928 года. И костюмы, и постановки, и фотографии,
И, конечно, министр культуры и руководитель этого театра великолепные, знающие, умеющие, профессиональные, образованные женщины, с которыми очень приятно общаться. Основа любого народа – его язык, традиции и, конечно же, танец. Его продемонстрировал делегацией чеченский фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо». Наш танец – это сочетание мужской экспрессии, характера и женской пластики. После выступили заслуженные артисты Чеченской Республики Айна Исаева и Амирхан Умаев. Пребывание наших гостей в Чеченской Республике не заканчивается. Их знакомство с регионом продолжится завтра. Они не просто увидят наши главные достопримечательности, но и побывают в таких городах, как Аргун и Шали. Мадина Нуцалчиева, Мусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В рамках запущенного телеканалом цикла интервью с участниками СВО моя коллега Лейла Муртазова побеседовала с росгвардейцем Рамзаном Джантамировым. В разговоре он поделился опытом своей службы, насыщенной патриотизмом и надеждой на светлое будущее. А также рассказал о непростых моментах, которые случались в зоне проведения СВО, но где всегда чувствовалась поддержка родных и близких. С 2013 года Бабиашу, с нулевых годов, когда Бабиаш, нефтеполк, нес Шиқалан, Иволуш, Чуахчу, Халадар, Зуэна, Камелдуш, Суна и Хандагио, тогда Тонгуш Вазари, Хохнет, Эрвела, Духардун, Цу ишт Эрдиана, Тафамилит, Амелдеш, Бабиаш, Раз, Суртуш, Кадутро. So, тогда с Эрвехану было Хейгардеш, Киетамлуш, Цулелин, Хулелин антия, тогда с Хулелин антия бош, Цулелдеш, дек хош хатлуч, иштачекошу. So, Эрвочхена, Пируполк, олш, Ювеца полк. Цигар ворсо, цигар Эрвелерсо, 13 года. Цигар Ташинчера, Болгабина, ой, Грозный батальон олшу. Цигар бир чох Киетам хелерсон цигар Бабеш. Так, шорт туман яхер. Цигаран уже дальше. Паровода Синовск. Цигар Бабен, что по состоянию здоровья давал орсо. Ах, стан Шиншера, дартия шарашца со. Исо с лечением маяш. Юга Вам да был, специальная военная операция объявитель. Шавик да вычурцик, цвайна нефтеполки, а орсо в составе нефтеполка ООН всегда вычур под руководством Алихана Шаухалова. Шуцик дакач в зоне СВО, муж ситуация, мудр цигар, иди центр. Дакач чулт я. يدو از خیرسان نداره تو نداشت سو خیرسان وانو تخینش سوال حلقه سبا ایروال اسنیتی پوک ایروال حلقه مریو بلا بر وقتی دقیقه شد یا نعبر وقر خل تجاهیو نخبر نخجو غير نخبر تجاه تاج حويش سب على حويش أو خل خلال تيجي دقيقه شد یا تو رسپدلی دیر تو تاسترکتوری تجاه سبیر Полкер, Югер, Шебеш, Санадон, это ладно, Аммония, разные направления, разные передовые. Я твой хайер, Константинополь, Шметкер. Нах Орил Борхтига, Мецборхтига, нах, ах, те тюк наши яйцер Бобеш, Яцахума яйцер, ячер, по мирным жителям, ячер, ё, Тхаймахуль, وكيقول هو رمزان أحمدش تو اتفاندی رویش ایمان اتفاندی دیلری سوتن یا اچ پرودکتر یا امیر خیش در وقت خزناغ نایسلور ایام خزناغ چوخ برکلش بوخش غیل بوخش برکلش وین شو دیگه تنها دین هوردات تیگه دل حال مو خیلی هودو هندیج و خزاها اشتحال وقتن سالخینا خیلی Цундек, ахи тергич огил барнах. Рамзан. Тaqastin шо дахал хадахч мирно жить, цу бо ахил бол нахвац.
Цер ху отношения шхуло шо милуту мацахайта қирам тосор цер я дик отношения хуло не сунали аслюцер даря. Баалегдич томеш до цагу что қиқиш бар нах ишта бар қир белтегат. По мирным жителям чуя чутегат ақ хадах кам тосишо тоду ё қир бел бар нах но так ирдел чудя исто واخوشن позиция شوخ تجاه حاصل ونخبر عش دقنا بعد باشه ترويج بسن نخبر سجاه بيش در زودري برد قابش زودري بر قان بر ليتسلوش بر يوخ او اشتي برودكت لوش تخيل قزويت اير حياتن مالناش لوش جيم تي يعملوا ناخ سكينا نشوف برودكت دير هنس تو مودا Цансило уахош, что, например, Константиновку, Шереметьево. Это село ходук набавится, аж цигахен о не 20 дяка, но цигах. Метк шхица хуйчертра, это Константинов, каждый яхад, шорт метк шер. А это 20 дней чуа, максимум 5-6 дней, дуй полностью привыкнуть и нас, да, متبر نخیام لوش کدوش اتسا اشت بایزر یوخ ترشن بایش دی حاصله تلوان تو غور اشت جو دیک نام بوشون اشت تر از بیخومش تیک دی هایول وان دال دوام باشل تر اشت دوچ خلیر اشت وانا بو اشت خير تان ومونا دو خير تان وي باتشاوزي تر وي غيق تان دون شق دو دو تيجا تاقي خلهم دو هر دو الا خل единственное ахсве да вопрос да хал хал он тега сун хал худар яжа сун сана свет болса вежеш сана масти бокос тан хагуштек трайнит коч батрил тмиск шна года айсна то тaqidаш до شيء دو عدور ومسيرة حلق قول حلقة ويباتشا الله ما دلريس هلتن تو حدو أجدول هما أغناهن اشتايسلوش در تهم يشتنا دات ويجر تانا تيشتنا تان ويمشتو خينا ويتان خزنيا سنجو هلقليل داش بو هنز دقيقة كديرو تيجا خزنيا سنجو يحق عن بولش دق شن يش دو وقت إيه بولش خاطة خواتش يش دقيق بولش من ناقش دانيس تبدو خلق تاب تو دعدغن توان بيشان دول دولش تكنيكيت جرزيت دائما أسدوتشا داست خادلنا ماشين شر دائما تعدولش مثل تعمل تونتوريولش تو أرسوت إخيورش عدواش نوع عدون تون تعهم إيشتن دات بروستا حيغلقتي حملوا أعوزة أوزش شقول يعني قدع تعهم باتشو إيشتن دات لا يسخلتن تكمان دير شوهر على خانس كم باش دون دي وور سرت باوي باتشا سوازا وردا سلام ما شاء الله عالقي وين ويشتو تعهم خوينا دات يا حرير يا هرخلش أتخير در يا هري زر المتي وين بيتن باس عقيدة حاخلهم دو يالسون صغيرة تنبول وينوش دو ويمايل عندو خزنيا سنج أو كذيرة وش بوش بو إيش بوستا شيء كيتلش حقيقة تأتلارياش إيش وين حلقة ناخبو إيش إنس تاتبول جان محتر دو ديلا خدو تشوتي حاوين تيجا حاجويز عروان دو حال أمينش داش بشبيز بس تيك حاول حاج إيوه غاش هم حقيقة تأتلارياش إيش برقش تيجا عوان يدين سنة خدر حاضر چه اولر او تارا رات چه اول درانش يدين سنة إدر تاك دلوش تاك عل زتريت 4 كيلومتر وعاقوا درانش ده تر نو قطعهم خلوي تاتير يسون جرز توش تو دولة چه تيجا ماكسيموم تان 10-15 minut خان تو ارخون تان ويمودو ويغواس انزا ما درس روسيا چقدوش دو تخاهنز أمان أخماتها تحدا چقتوا وقتها Швейцарский сани связь лат лорышок что. Связь лат логови школа, например, Константинов Колхой. Это рельшер, это рельш, да, сарах.
Ja, då att premie sözlät låru. Och en del av oss eller del måste i svez tiga олоти хуш серчать связи часто, как я сказал, что не получалось, он дальше. Видимостью чоер tiga. Рельшер, это рельш, цапалач класс лору, это деление связи. Это WhatsApp чудо, мусор серча حقيقة сообщение, حقيقة تسويش, и связь иногда даёлара пропадала. Ёх, это шикод ваш алкоголь, амокшу дин, мецуат. دول حلقة بسنت توي أش حدويش أش جويش دوق التلفزيون شو إز أش مديتر تجاهدونا وين بوصل لنا مجر دوش دول مش دوق دو تجاه إيش جيم دوش سياح دوش در السياح تدولت ويباتشوا معنا لا سياح تدولت دو حال دول دوه تحاشي كويوش وين مش دوزتنا وين مجر دولش مش دات تعليل داشتك. سندت إهم سياح تدالته يو يوروبيا بيوخل وين شو تياته أتسح أستنا وقت شيء قدا سياح تدالش تقدر دان إشت لغيه تندوق دون يخ تخشي وشو يشابش تجاو سوق تجاو تخيت لوش تات تعاوش وش قط تقول دعوش إشت عشلته سون مالو دكسا جاجا مالو تيجا تاس مال الخل تاهم دات إيش حو جيتشي حيوتان تاهم ليل دا جاز تو جاش باتنا تكتاشي كويات يوم دادو دو إدادرزل توي تيجا تدور داس دامولا. Под руководством помощника главы региона, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева прошло итоговое совещание за первое полугодие 2024 года о деятельности средств массовой информации. С докладами о проделанной работе выступили ответственные по 3 актуальным направлениям. Отличившихся сотрудников СМИ, включая работников Вайнаха, наградили высокими званиями и благодарственными письмами. Подробнее Медина Мударова. Начало 2024 года выдалось плодотворным для средств массовой информации Чеченской Республики. Был проделан большой объем работы и проведено огромное количество значимых и масштабных мероприятий. Год истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. Специальная военная операция, 20-летие регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. Кавказский инвестиционный форум, татарский праздник Сабантуй, открытие поселка для беженцев из Палестины и первый всероссийский форум по цифровизации фонда «Защитники Отечества». Добро пожаловать в Чеченскую Республику. Забота о наших боевых товарищах, их близких у нас всегда на первом плане. Для того, чтобы подвести итоги проделанной работы по 3 приоритетным направлениям, состоялось расширенное совещание в Большой студии ЧГТРК «Грозный». Свой доклад зачитал первый заместитель министра по национальной политике, внешним связям, печати информации Сайдселим Абдулмуслимов, курирующий работу ведомства. С начала года проведено 52 мероприятия по гармонизации межнациональных отношений, профилактике терроризма и экстремизма, 12 встреч с населением. То есть на тему разъяснения необходимости проведения специальной военной операции. По линии внешних связей в отчетном периоде проведена следующая работа. По заключению соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах между Чеченской Республикой и Запорожской областью, Оренбургской областью, Чувашской Республикой, Камчатским краем, Омской областью и Калужской областью. Представителями главы Чеченской Республики во всех регионах проведена планомерная работа среди выходцев из Чеченской Республики. Директор ГТРК «Вайнах» Рузана Веселаева представила доклад по актуальному направлению «Год истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа». С демонстрацией презентационного видеоролика руководитель отметила, что СМИ проводят активную информационную просветительскую работу на всех площадках. Помимо существующих рубрик, введено еще 10 новых. Во втором квартале сохранилась тенденция наращивания темпов работы по данному направлению. Вайнах запустил проект «Наследие». Мы анонсировали его в первом квартале. Он знакомит телезрителей с интересными историческими фигурами региона 19-20 веков. В эфире мы показали 5 программ. Вторую жизнь получил и проект ГТРК «Вайнах» с зарисовками исторически важных архитектурных памятников чеченского народа, такие как Шаройский историко-архитектурный комплекс Хойский, Макажойский и другие. Коллеги из ЧГТРК параллельно монтировали ID-ролики на данную тематику. В эфире телеканала «Грозный» появилась новая программа «ГНР АЗ».
под авторством Раисы Садаевой, целью которой является восстановление исторической связи с этническими чеченцами. 230-летию уже другого национального героя Байсангура Биноевского посвятили фестиваль народного творчества «Биноевская весна». Мы освещали ход подготовки мероприятия, которое контролировала заместитель руководителя администрации главы правительства Хадижа Кадырова. Данные события растиражировали не только на всех региональных площадках, но и в федеральном эфире. В третьем докладе директора ЧГТРК Грозным была поднята одна из наиболее актуальных тем на данный момент – специальная военная операция на Украине. Отдельно стоит отметить работу по освещению специальной военной операции, проведенную Рамзаном Ахматовичем. В его телеграм-канале за 6 месяцев текущего года было сделано 212 публикаций на тему специальной военной операции. Суммарное количество их просмотров составляет 63 миллиона 600 тысяч. Количество комментариев под этими постами 5 миллионов 300 тысяч. На телеканале «Войнах» в рамках программы «Вести ЧР» был запущен цикл интервью с нашими бойцами. И дальнейшие интервью на «Войнахе» будут записываться в виртуальной студии, не имеющей аналогов в СКФО, открытой на телеканале в июле этого месяца. Телеканалом подготовлены спецрепортажи об участниках спецоперации и их семьях, а также о чеченских врачах, работающих в зоне СВО. Записываются сюжеты и программы на ТВ и радио про подготовку добровольцев, их отправку и так далее. Помимо этого, как мы знаем, Ахмед Махмудович поставил перед «Войнахом» задачу лоббирования показа материалов о наших бойцах на федеральных телеканалах, и в «Войнах» с этим успешно справляется. В ходе совещания Ахмедом Дудаевым были обозначены приоритетные задачи, стоящие перед представителями средств массовой информации субъекта. В числе важных – освещение 73-летия со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова, фестиваль «Голос Кавказа» и международная журналистская премия «Золотое перо». Республик Динюк, республик семьи, активные участники политической и социально-политической жизни республики. Лукот эбох шхеши бо баккачан зухчуа болчан дагдордо санхена республики мероприятия хылхылы ойдодер кегел са республики ва орворетия са хаша орворетия бох замлатин республики тагана Россия ящол любое мероприятие нохчучуа ярч связи был федеральный центр Массанхар издел анхетамбу и одновременно войн yok ответственностью, но войн мааллара шу сандигна вастахальче войн сам проблемят. В завершении приступили к самой приятной части мероприятия. Отличившиеся сотрудники средств массовой информации региона были награждены высокими наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами администрации главы и правительства региона. В их числе и сотрудники ГТРК «Войнах». Присваивается почетное звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» Сайхановой Камиле Такировне, продюсеру телевизионных программ филиала ВГТРК ГТРК «Войнах». Благодарственным письмом правительства Чеченской Республики награждаются Веселаева Рузана Нуралиевна, директор филиала ВГТРК ГТРК «Войнах». Почетной грамотой администрации главы и правительства Чеченской Республики награждаются Абуев Рамзан Мансурович, ведущий информационных программ филиала ВГТРК ГТРК «Война». Не обошлось и без выступлений звезд чеченской эстрады. Почетным званием заслуженный журналист Чеченской Республики была отмечена и наша коллега. Камила Сайханова работает на ГТРК «Войнах» уже 8 лет. Зарекомендовала себя как ответственный и трудолюбивый сотрудник. Камила занимала различные должности, начинала карьеру с радио, была корреспондентом, шеф-редактором, на данный момент является продюсером новостной редакции. Каждый человек, в какой бы сфере он ни трудился, хочет быть полезным для своего народа, для своей республики. И поэтому звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» для меня это очень знаковое событие, самое важное событие в моей профессиональной деятельности. Поэтому хотелось бы выразить огромную благодарность главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за постоянную поддержку СМИ региона, нашему министру Ахмеду Махмудовичу и нашему директору Рузане Веселаевой, которая всегда во всех начинаниях нас поддерживает.
На предстоящее полугодие СМИ Чеченской Республики ставят перед собой новые цели и задачи, продолжая доносить для населения самую достоверную и актуальную информацию. Можно с уверенностью сказать, что чеченские журналисты готовы к современным вызовам. Медина Мударова, Мовсар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Акция «Зарядка со стражем порядка» прошла на базе детского оздоровительного лагеря «Светлячок». Занятия провели полицейские совместно с общественными деятелями и активистами регионального отделения организации «Движение первых». Стражи порядка провели мастер-класс по рукопашному бою и продемонстрировали упражнения для укрепления основных групп мышц. Дети с энтузиазмом участвовали во всех занятиях и поблагодарили гостей за интересное мероприятие. В свою очередь, сотрудники пожелали юным участникам акции побед в спорте и успехов в новом учебном году. Завершилась встреча памятными фотографиями. Сегодняшнее мероприятие «Зарядка со стражем порядка» нам очень понравилось. Оно было очень интересным, познавательным. Мы рады знакомству с нашими спортсменами, чемпионами России, мастерами спорта. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.